Всем привет! Продолжаю обзор этих работ, уже выполненных, либо на стадии финиша. Клинок якутского типа, рукоятка кап дуба, ножны комбинированные. В общем, полировал его не полностью в зеркало. Полировка после 800-й машинным сатином, шлифмашинкой прошелся. Заметен хамон, но не сильно явно. Вот в таком положении его можно заметить. Он не очень ровный, кривоватый. Сталь У8-10 напильник, мой любимый. Сейчас попробуем настроить. Рукоять кап дуба. Первый раз не работал, очень твердая, отлично полируется. На финиш я ее пропитывал данишем. Вот он при полировке такой приятный блеск дает. Но я думаю, он затаскается достаточно быстро. Также на капе очень-очень нравятся вот эти узоры. После морения, морилку использовал. До морения древесины еще не добрался. Достаточно такой симпатичный узор. В общем, по параметрам клинка. Сталь, как говорил, У8 и У10, точно не знаю, напильник СССР. Кован. Дол не сильно выраженный, не сильно глубокий. Нож под правшу. Так. Длина клинка. Вот так будет удачнее, да? Длина клинка у нас полностью 109 миллиметров. Общая длина 240. Такой в руке лежит достаточно удобно. Под среднюю мужскую руку. Ширина клинка 27 миллиметров. У нас по обуху до 4. Ну и сужается в носик ножа. Вес 161 грамм. Рукоять достаточно увесистая. По работе это очень многострадальный нож. Я там оставлю ссылки, как я его делал, сколько косяков было. Травил его медным купоросом, портил, потом опять я его счищал, весь этот травление. Короче, хороший опыт. Это хороший опыт был с этим ножом. Да, монтаж с одной на эпоксидку. Она тут у меня подвыкрашилась при травлении. Наверное, плохо будет видно. Попробую настроить. Вот. Не очень красиво. Это, конечно, можно убрать чуть-чуть. Это еще обусловится тем, что я не ставил больстера. Я как бы в то время еще не особо обладал установкой больстеров, подгонкой. Делал все так, как классический якут, но в итоге ручка переделал. Ручка вначале была прямая, как на якутах, на классических. Тут пришлось чуть-чуть мне ее подрезать, придать формы. Ну, честно говоря, мне так даже больше нравится. Так, ножны у меня комбинированные. Тут древесина, здесь липа. Здесь у нас кожа комбинированного дубления. Прошивал. Подвес также кожаный. С двумя надрезами не завязывал. Просто петля через петлю. Хитро выдуманным способом получилось более или менее завязать. Держится достаточно плотно. Ну, честно говоря, тут можно какой-нибудь уплотнитель было бы сделать. Коротковатый. Ну, в общем-то, думаю, это пока все.